Вообще, это было стратегически важное, скажем, боевое действие за город. Во-первых, это идеологически, так как в то время у нас руководитель был товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, соответственно, и город, носящий имя вождя, не должен был пасть перед атаками немецко-фашистских захватчиков. Ну а второе, это чисто тактически, так как дальше была дорога за Волгу, скажем, за Пашни, на Кавказ и так далее. Поэтому, если бы мы тогда проиграли, был бы еще вопрос, кто победил бы на самом деле. Если бы фашисты победили бы под Сталинградом, то, безусловно, Советский Союз остался без топлива. Танки, самолеты, все бы встало бы. Кроме того, что после победы Рейха под Сталинградом должны были уже присоединиться другие союзники. В Турции готовилась массовая демобилизация была турков. Лучшие части готовились бросить все свои силы на Кавказ. Мы бы остались без Кавказа. Ну и так далее. То есть важное участие. Сталинградская битва означает, что Россия, это, как бы объяснить, самая жесткая и самая это великая страница Российской Федерации, истории Российской Федерации. Россия развела немецкие войска под Сталинградом. Что блокада была 3 года. Не знаете, чего добились советские войска, разгромив немцев под Сталинградом? Нет, мы еще это не проходили по истории. А кто-нибудь из ваших, может быть, предков? Дедушка. Но он не дошел. Так, он... где-то в 42-м году просто потерял ногу, как правильно сказать, потерял ногу и попал, не в плен, а получается в госпитале. И его оттуда уже как коммерсовали, или как сказать правильно. И он, получается, с 42-го года пролежал в госпитале. Битва Сталинград. Тяжелые бои прошли там, блокада Сталинграда. Я-то в основном из фильмов видел. Людям туго было, конечно, но ценой своей жизни устояли к этой победе. Что еще сказать? Помним и гордимся, конечно, и благодарим наших ветеранов. Из родных? Нет, из родных не воевали. А кого можете назвать, кто там воевал? Известный снайпер Кульбертинов. Осипов есть. Я считаю, что это был очень важный, переломный момент в Великой Отечественной войне, поэтому это очень важное событие, которое действительно мы должны знать и помнить об этом всегда. И тем более, что я могу сказать, что у меня мой отец, участник Сталинградской битвы, ему 91 год на данный момент. И так как он рассказывает, как там было, он не может вспоминать это без слез. И это было очень страшно. И то, что ребята наши сейчас многое не знают, это, конечно, тоже какая-то, может быть, и наша ошибка, и наша вина, как люди умирали, как они воевали, чтобы мы жили в настоящее время. И Сталинградская битва, я тоже считаю, что это очень большой и переломный такой период нашей в войне вообще. И нашему поколению очень надо знать об этом, потому что им не дохватает этой информации. Сейчас очень много разной информации, которая, искажает, наверное, исторические события, которые на самом деле. А тех людей, которые воевал действительно в эти годы их осталось считанные. Я говорю, допустим, моему отцу, ему было 18 лет, когда он был во время войны, участвовал в Сталинградской битве. Сейчас ему 91 год. Сколько им осталось прожить? И память, конечно, должна быть всегда.